Россия, Удмуртия – город, где расположено большинство медицинских учреждений республики, Ижевск. А это журналисты, которые не раз писали об изменениях в столице региона. Они не верят, что кто-то так же хорошо знает, как развивается республика, и решили это исправить. Сегодня их задание выполнит актер, режиссер, блогер и мастер перевоплощения Игорь Васецкий. В одном из прошлых выпусков он исследовал Центральную площадь и даже побывал в центре светомузыкального фонтана. Чем в этот раз его удивит Удмуртия, узнаем совсем скоро. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Привет, а я тебя везде ищу. Отлично. Раздевайся. Будем слушать дыхание. Я тебе не верю. Давай лучше я тебе покажу, как работают реальные настоящие врачи, и ты у них поучишься. О, новое задание в больницу? Да, ты отправляешься прямо сейчас в больницу. Поехали. Погнали. Задача Игоря – узнать о развитии медицины в Удмуртии, а журналисты, как всегда, будут следить за его успехами из редакции. Давайте проведем осмотр полости рта. Да. Открывайте. Какие У жалобы меня вот у тут вас? проблемы, никак не могу сделать. Вот. У вас очень комфортно, как ты себя чувствуете. И в таких комфортных условиях обслуживаются почти 6 тысяч человек. Современную врачебную амбулаторию открыли в деревнях Охряки в июле 2022 года. В новом здании принимают 2 терапевта, стоматолог, педиатр, акушер, открыт дневной стационар и разделены потоки пациентов. Запись на прием стала проще, а результаты анализов можно получить спустя несколько часов. Опа! Красота! Что, собственно говоря, можно сказать по цвету крови? Благородный. Амбулаторию построили по нацпроекту здравоохранения. В ближайшие 5 лет в Удмуртии планируется открыть еще 7 подобных учреждений. Выясни, как производят медицинский кислород. Что у нас здесь происходит? Ну, здесь у нас происходит анализ. Сначала я расскажу, у нас, в общем, это лаборатория контроля качества, где мы делаем анализ газовых смесей. Если двуокись углерода соответствует и другие микропримеси соответствуют требованиям нормативных документов, мы его отправляем в медучреждение, в больницы. Технические газы – ижевское предприятие по производству сварочных, медицинских и пищевых газов и смесей на их основе. Сейчас компания закупает жидкий кислород и делает из него газообразный, который и поступает в медучреждения. В следующем году предприятие сможет наладить полный цикл его производства для больниц. Площадка уже подготовлена. В скором времени закупят оборудование и полностью закроют потребность в регионе. Еще в этом году на предприятии начали выпускать пищевую углекислоту для производства газированных напитков, пищевых газовых смесей и сухого льда. Итак, я дорвался до процесса волшебства. Сейчас мы берем сухой лед и будем добавлять в него воду. Не повторяйте дома, если найдете лед. О, какой кайф, вы посмотрите. И вот теперь у нас вот такое вот газообразное вещество, углекислый газ. О! Вот это начинается уже настоящая магия. Узнай, что такое камбуча и как ее производят. Гарант здоровья – не только современная медицина, но и правильное питание. Так, в республике существует несколько компаний, которые производят экопродукты. Например, одно из предприятий готовит ферментированный напиток на основе чайного гриба – камбучу. Что здесь? Вот это слово я слышу в первый раз в жизни. Камбуча? Да.
Ну, камбучей называют весь мир чайный гриб. Это его международное название, принято еще в 90-х годах американцами. У нас чайный гриб привыкли так называть, и так и оно осталось. Это вот то, что я помню у бабушках, в банках, вот это вот. Как раз в тех самых банках. Но реально гриб. Ну, гриб. И неправильно называть грибом, это симбиотическая культура дрожжей и бактерий. Скорее всего, за схожесть его назвали грибом. После того, как все смешанные ингредиенты забродили, получается та самая камбуча – ферментированный низкокалорийный напиток, обогащенный органическими кислотами и витаминами. В месяц выпускают до 2 тонн продукции. Итак, мы сейчас познакомимся с грибной обителью. Грибная матка весом в 100 килограмм. Главное, чтобы вам это не приснилось. Вот тут вот она и проживает, бродит. О. Выглядит, конечно, не очень привлекательно, но зато по вкусу, надеюсь, будет кайф. Давайте попробуем. Пожалуйста. Запах хороший. Это не так страшно, как выглядит, это даже вкусно. Счастья, любви и здоровья. Как прошел твой день, чем ты занимался? Слушай, спасибо большое за приглашение. Я понял, вопреки моим стереотипам, медицина работает, промышленность работает, камбуча просто огонь. Люди потрясающие, а значит, Удмуртия – территория будущего. Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит. Та-та-та-та-та. Та-пара-па-пара-па. Пап-пара-па-пара-па.